По объему инвестиций Коми устойчиво находится в числе лидеров. 4-е место в Северо-Западном округе по их количеству на душу населения и 15-е в стране. О социально-экономическом развитии региона Сергей Гапликов проинформировал полномочного представителя президента России Александра Гудсана. Как отметил губернатор, по итогам 9 месяцев этого года объем промышленного производства вырос. Нам удается на определенном этапе сохранить довольно внушительные инвестиции. Последнее соглашение, которое мы подписали с компанией «Лукойл», гарантирует на 10 предстоящих лет больше 60 миллиардов рублей ежегодно вкладывают только в геологоразведку и в формирование соответствующих предпосылок для нефтедобычи. Поэтому на сегодняшний день хочу сказать, что мы планировали, к сожалению, определенный дефицит бюджета. Но в силу того, что региональное правительство поработало, в том числе с налогоплательщиками, с определенными возможностями, мы на сегодняшний день имеем устойчивый профицит бюджета 8,4 миллиарда рублей. Да. Значительно мы сократили соответствующий госдолг. Он сегодня по концу года нами прогнозируется на 34,2% всего лишь от общей доходной базы. Хочу сказать, что это существенные вложения. При этом, Александр Владимирович, докладываю, что коммерческих кредитов в структуре заимствования у нас нет. У вас снижение 5,6%. У нас 5,6% только по одному году. Да. Среднемесячная зарплата в республике растет, как за счет принятых решений на федеральном уровне в части повышения прожиточного минимума, так и благодаря индексации зарплаты с 1 октября определенным специалистам. Хороший рост доходов в регионе в 12% отметил в ходе встречи Александр Гудсан. Цифра более чем воодушевляющая. Тем более в повышении играют и меры в рамках нацпроектов. В настоящее время идет работа по 3-летнему бюджету. В правительстве уже приняли все основные параметры. Проект главного финансового документа передан в Госсовет. На сессии в октябре его собираются принять в первом чтении. Хочу просто отметить, что проект бюджета, в принципе, нацелен на реализацию национальных проектов, на социальную сферу, на увеличение инвестиций бюджетных в развитие инфраструктуры, социальных объектов, ремонт капитальный, ремонт, реконструкция и новое строительство. И, конечно же, помощь муниципальному образованию. Мы увеличили соответствующую долю, составляющую в тему муниципального образования, которая, к сожалению, сегодня находится не в простой ситуации и которая является монопрофильной. Хочу сказать, что просто привести одну цифру. Бюджетные инвестиции на 2020 год будут увеличены. Они составят почти 7 миллиардов рублей. Еще один важный момент. В сентябре у нас принят закон, согласно которому социальная помощь отдельным категориям граждан увеличена на 1 300 000 000 рублей. По мнению Сергея Гапликова, это фактически повлияет на демографическую ситуацию. Прогнозируется рост рождаемости. Тем более, что в республике появился свой региональный семейный капитал на первого родившегося. Это 150 тысяч рублей. С 2016 года правительство приняло для себя решение о начале реализации так называемого народного бюджета. Он поддерживает инициативу жителей по решению вопросов местного значения. Уже реализовано 400 проектов, а это не только объекты, но и дополнительная сотня рабочих мест. При этом, если в 2016-м на эти цели было предусмотрено всего 40 миллионов рублей, то в будущем планируется уже 124 миллиона, а спустя еще год – 200 миллионов. Здесь еще необходимо не просто говорить о тех денежных вливаниях, которые в эту отрасль происходят, но и о тех результатах, которые мы в конечном итоге должны говорить. Конечно. Это в первую очередь о том, что качество региональных и муниципальных дорог, это один из лучших показателей в округе. У вас 49,60% отвечает нормативным требованиям, когда в целом по округу 35 и 42,4 по Российской Федерации. Это правда. Поэтому в этой части я могу просто сказать, что мы реализуем национальные проекты все на территории, за исключением, может быть, специфических. Отдельное внимание в ходе диалога уделено реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, доступности ипотечного кредитования и ситуации в нашей сельскохозяйственной отрасли.
Кроме того, Сергей Гапликов рассказал о разработке комплексного плана развития моногородов Инты и Воркуты, который по поручению президента России должен быть утвержден до 31 декабря этого года. В плане особое внимание будет уделено поддержке занятости населения, определению перспектив развития угледобычи и финансовому обеспечению мероприятий.